Так начинается утро понедельника в Сухумском лицее-интернате. Директор учебного заведения Лариса Кабба вручает грамоты наиболее отличившимся ученикам, а затем, как и полагается, звучит гимн страны. Правда, на этот раз утро не самое обычное, ведь школу посетил министр образования Дгур Какоба и преподнес в подарок ключи от нового микроавтобуса. В собственном транспорте интернат нуждался давно. Прежний автобус давно устарел и часто выходил из строя. Возникали проблемы с доставкой учителей. По просьбе руководства я обратился к премьер-министру Беслану Константиновичу, и он услышал нашу просьбу и выделил нам этот автобус. Для учащихся и всего преподавательского состава Сухумского лицея это событие стало настоящим сюрпризом. Раньше руководство интерната не раз обращалось в министерство с просьбой выделить транспорт. Ведь машина нужна не только в хозяйстве, но и для того, чтобы привозить и увозить детей. В день водитель делал более 4 рейсов, но часто учителям приходилось добираться самостоятельно. Теперь проблем с транспортом не будет. Также микроавтобус развозит и учащихся в выходные дни. В лицее-интернате учатся более 180 детей. Ребята проводят здесь 5 дней в неделю, а в выходные дни их забирают родные. В школе есть все необходимое для обучения и комфортного проживания детей. Спальные комнаты для мальчиков и девочек разделены. Кормят здесь 4 раза в день. Учащиеся интерната находятся под постоянным присмотром воспитателей. Занятия в лицее, кроме понедельника, начинаются с 9 утра. Затем после небольшого перерыва дети занимаются в кружках. Каждый из них сам выбирает секцию, которая ему больше всего нравится. Особенное внимание в интернате уделяется спорту, изучению родного языка и истории Абхазии. Уклон делаем, конечно, на историю Абхазии, на свой родной язык, на знание языка и истории Абхазии. Это очень актуально, очень необходимо, и это более близок к контингенту этих детей. Если несколько лет тому назад, лет 10-7 тому назад у нас была нехватка кадров, текучка была очень большая, на данный момент 28 учителей по всем предметам и по специальности. Батал Жваня, ученик 10 класса, учится в лицее-интернате с 4 класса. Батал учится хорошо, у него здесь много друзей. Особенно ему нравится математика. Этому предмету он уделяет больше всего внимания. Приезжаю сюда каждый понедельник утром, примерно в пол-8, чтобы успеть на уроки. Но здесь есть множество кружков, которые можно занять себя в свободное время. Есть также спортивные площадки, там можно также заниматься для себя. Здесь очень вообще хорошо. Сухумский лицей-интернат – учебное заведение с давними и очень крепкими традициями. Каждый класс, каждый уголок этого учебного заведения пропитан историей. Капитальный ремонт в интернате проводился 10 лет назад, но даже сейчас школа находится в хорошем состоянии. Более того, часто руководство лицея проводит косметический ремонт. Классы, где занимаются дети, благоустроены, нет проблемы с отоплением. На сегодняшний день основная проблема учебного заведения – это практически отсутствие дороги к интернату. Ее множество раз латали, но проблема устраняется лишь на время. Мы обращались, и жители тоже этого района. Там есть какой-то пролет очень сложный. В ночное время очень небезопасно было на той «Газели», на которой мы развозили своих сотрудников и детей в том числе. Тут учатся 180 детей, это за ними приезжают, уезжают 100 сотрудников и жители этого района. Так что это очень необходимая вещь. В интернате работают высококвалифицированные учителя. У каждого из них особый подход к детям. Педагогический коллектив проводит большую воспитательную работу, благодаря чему интернат стал вторым домом для нескольких поколений детей. Сария Смыр, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение.